Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Что именно сейчас происходит в его жизни? Что происходит с ним? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, на любимого человека, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого человека мысленно, либо вслух, задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, что сейчас происходит в твоей жизни? Что сейчас происходит с тобой? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Прошу высшие силы вести мои руки и дать нам самую важную, самую нужную информацию. Так, у мужчины в жизни сейчас борьба. Он сейчас как Давид пытается победить какого-то Голиафа. Очень сложный период. Период мужественности, период решений, период проверки на прочность. Ваш мужчина весь в делах. Ваш мужчина в будущем. Да? Он сейчас живет не здесь в моменте, а живет уже в будущем. Какая-то горячая пора. Он понимает, что нельзя упускать время, что нужно очень много работать, вкладываться, что-то, может быть, придумывать, реализовывать, иначе будет поздно. У этого человека большие амбиции, нереально большие амбиции. Половина из того, что он там себе думает, конечно, откровенная чушь. Но он молодец. Он старается, он пытается. Даже самые абсурдные идеи он пытается продвигать либо реализовывать. Да, вы скажете, тратит время попусту. А я вам скажу, нет, он обучается, он набирается опыта, он учится на своих ошибках. Сейчас, прямо сейчас, в этот самый момент, в сегодняшнем дне, в моменте, ему не до любви. Как это ни грустно, как это ни странно, но он весь сосредоточен на перспективах, на деньгах. Кому-то из ваших мужчин очень хочется иметь собственный дом, собственную крышу. Да? Здесь именно, да, что-то такое большое. Вот дом, квартира. Кто-то хочет сам построить, кто-то хочет приобрести, но не важно. Важно, что он это будет делать для того, чтобы создавать семью, либо для семьи, которая уже у него есть. Этот человек очень сложно переживает неудачи. Когда ему в чем-то не везет, либо какие-то двери для него закрыты, он уходит очень сильно глубоко в себя, начинает там ковыряться, копаться. Всегда он критично оценивает то, что он делал, либо то, чего он не сделал. Занимается он самобичеванием. Для него это как и наказание своего рода, так и стимуляция на то, чтобы он не сдавался и шел вперед. Вот именно в разрезе сегодняшнего дня человек практически не думает про отношения, про любовь. Почему не думает? Если вы загадали на мужа, то он в вас уверен. На все 100 уверен, что вы его женщина. Не надо ждать от вас подвохов. Вам он доверяет, на вас он полагается и знает, что бы ни случилось, вы все равно будете рядом, будете его там, не знаю, поддерживать, подсказывать, оправдывать, ну, в общем, тянуть. Да? Если вы смотрите на жениха, либо на того, с кем вы общаетесь, встречаетесь, то этот человек спокойный, он спокоен за свое будущее. Он знает, что все, вот она, идеальная женщина, найдена, осталось дело за малым. Это создать условия для того, чтобы эта женщина согласилась быть моей, согласилась вступить со мной в брак, да, создать семью. То есть особо тогда он с большим рвением начинает работать на то, чтобы был дом, чтобы было имущество, чтобы были деньги, чтобы там свадебка, да, такая прям пышная, чтобы детишек завести и прочее. Если вы смотрите просто на мужчину, который вам интересен, у этого человека сейчас, как я вам говорила, да, у него все мысли сосредоточены на материальное. Его отношение к вам, но
Честно, вы ему очень нравитесь, но он старается об этом не думать, потому что мысли о вас его очень сильно отвлекают, не дают сосредоточиться, и как следствие, да, он какие-то, может быть, ошибки совершает, да. Он старается не думать о вас, он старается с вами там не видеться, не встречаться, не общаться, потому что ему очень важно оставаться с холодной головой и с холодным сердцем, для того, чтобы не упустить те возможности, которые перед ним именно сейчас открылись, либо летают вокруг него в воздухе. Что происходит конкретно с ним? Метаморфозы происходят с вашим мужчиной. Он меняется, он взрослеет, он прокачивается. Здесь полный апгрейд происходит в вашем мужчине. Каким он был, каким вы его знали, в течение короткого времени он перестанет быть. Он станет более, может быть, закрытым, суховатым, продуманным, более настойчивым. Хорошо это или плохо? Для жен это хорошо, потому что вы устали, что ваш любимый ведет себя как мальчишка. А вот для тех, кто только лишь в самом начале, кто в стадии романа, либо присматривания друг к другу, здесь эта метаморфоза может очень значительно подпортить ощущение от мужчины. Вам будет казаться, что он стал чужим, холодным, отстранился, отделился. Почему так? Вы являетесь очень большим триггером для этого человека. Когда он с вами рядом, да неважно, да, когда он смотрит просто на вашу фотографию, у него вся кровушка в ту самую точку и переливается. Он ни о чем думать не может, он не может сосредоточиться. Бубенцы опухают, и все. Вот хочу, не могу, ее хочу. Он представляет только вас, он представляет всякие там любовные утехи вместе с вами. Он не может думать ни о работе, ни о деньгах, ни о чем. Поэтому человек может от вас отстраняться, отдаляться, закрываться. Что вам делать? Перетерпите. Дайте ему время дозреть. Очень важно дать ему время на то, чтобы он прошел все эти метаморфозы, на то, чтобы он запустил все те процессы, о которых он думает, которыми он сейчас занимается. Ну и, конечно же, чтобы он немножечко повзрослел. Ну, куда это годится, да? Человек только лишь о интиме и думает. Может, кстати, у него и давно не было этого интима, но, конечно, отыграется больше, что мужчина просто с ума сходит по вам. Вот такая она, любовь мужская, да? Огромное желание. Желание, которое полностью затмевает разум. Девочки, если он пропал, заблокировал, как куда-то спрятался, закрылся, не отвечает, знайте, что это пауза, которая дается ему просто со слезами. Со слезами. Ему очень хочется к вам, ему очень хочется с вами, но он понимает, что если он сейчас даст слабину, вернется к вам, начнет общаться, то вот все его вот эти планы, они пойдут крахом. А у него, видите, сейчас деньги в голове. Деньги, либо возможность что-то заработать, либо какое-то хорошее бизнес-предложение. Нужно именно туда сосредоточиться полностью. А вы его очень сильно отвлекаете. Нет, он вас не винит, он винит себя. Антошку своего винит за то, что такой непослушный. Ну, а что, это физиология, ничего не поделаешь. Поэтому мужчине приходится от вас убегать и прятаться. Он делает это ради будущего, понимаете? Здесь нет каких-то скрытых подвохов. Если кто-то опасается, что у мужчины могут быть какие-то отношения на стороне, нет, ему сейчас не до отношений. Он весь в работе, весь в делах. Если вы смотрите на женатого мужчину, либо на того, у кого есть постоянная женщина, с кем он там общается, проживает, то поверьте, там просто, Северный полюс, да, там ни чувств, ни эмоций, ничего нет. Люди просто там, я не знаю, не то чтобы даже соседи, сожители, да, люди просто друг друга ненавидят. И вот та женщина, она ему может еще специально мешать. То есть как бы такой она раздражитель идет. Она, кстати, ему мешает, потому что она ему за что-то мстит. Мстит, прям ненавидит.
порвала бы на кусочки. Вот так она к нему относится. Ну и он как бы к ней не лучше. Поэтому не думайте, не накручивайте себя. Это не потому, что есть ограничения, это потому, что ваш мужчина занят и весь находится в работе. Мои дорогие, дайте ему время. Дайте ему время, где-то месяц-полтора. Он сам, как только свои дела поделает, как только наладит вот этот свой процесс, он обязательно к вам появится. Сразу же, в тот же самый день, на порог, с цветами, с подарками. Ну и, конечно же, с хорошими предложениями. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.